Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 24 00 673 от 3 апреля 2013 года. Зарегистрировано в Енисейском управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Здравствуйте, вы смотрите новости на телеканале ТУВА-24, в студии Александр Филатенко. В Тыве продолжается вакцинация. Мэрия города Кызыла, по примеру Москвы, объявила розыгрыш ценных призов среди полностью привитых от коронавируса. Еженедельно до четверга включительно медики будут передавать номера сотовых телефонов вакцинированных граждан организаторам. А по пятницам в полдень в прямом эфире в социальной сети Инстаграм мэрии Кызыла члены оргкомитета будут доставать из барабана случайный номер. В течение 6 недель среди участников будут разыграны ценные призы: телевизор, бензопила, смартфон, швейная машинка, блендер, пылесос и многое другое, пояснили в пресс-службе мэрии Кызыла. После двухнедельного локдауна власти республики сняли часть ограничений. Однако большие требования по-прежнему предъявляются к предпринимателям, имеющим торговые центры и большие магазины. Чтобы победить коронавирус, одна из мер – рассредоточение людей. Не должно быть скученности. Как выполняется указ, выясняла наша съемочная группа. Со 2 августа начали действовать послабления в антиковидных ограничениях, только с некоторыми условиями. Посмотрим, как они выполняются. Торговый центр Алексеевский. Видно, что магазин только приходит в себя после двухнедельного жесткого ограничения. Одни торговые точки пока еще закрыты, в другие еще завозят товар. На входе уже привычные санитарные столы с антисептиками и разовыми масками, обновленные ограничители социальной дистанции. Мы соблюдаем все антиковидные меры на основании постановления Роспотребнадзора. Это получается, у нас есть санитарные посты на входах. Там сидят у нас девочки, продают маски и антисептики, брызгают на руки. После закрытия торгового центра у нас, получается, есть бактерицидные лампы, которые ставятся на каждый этаж. И всю ночь убивают бактерии. В этот раз рейдовое мероприятие по проверке соблюдения требований санитарных правил и норм в торговых точках проводил Центр поддержки предпринимателей региона и носил скорее характер поддержки, нежели карательный. Регулярно каждый день встречаемся с предпринимателями в торговых заведениях. Вот сегодня мы пришли в торговый центр Алексеевский, да, и встречаемся с каждым предпринимателем и раздаем вот такие памятки о соблюдении санитарно-эпидемических норм, которые Роспотребнадзор сегодня требует с бизнеса. С каждым, либо с продавцом, либо с владельцами мы общаемся и показываем, что необходимо им соблюдать, да, что нужно будет покупать. Например, это бесконтактные дезинфекторы. Это обязательное требование Роспотребнадзора. Особенно интересной для предпринимателей стала информация о мерах поддержки пострадавших из-за пандемии бизнесменов и трудоустроенных работников. Одновременно предоставляю информацию о мерах государственной поддержки бизнеса, которые пострадали в результате ограничений. Их на сегодняшний день 7 видов. Вот, о каждом виде мы подробно объясняем и даем вот такие памятки, чтобы в любой момент мог прочитать и позвонить нам на горячую линию. На сегодняшний день у нас действует прием заявок на господдержку в размере 12 тысяч МРОТ, да, на каждого сотрудника. Нужно подавать через сайт moybiznes17.rf дистанционно, и срок рассмотрения до 10 дней. Слова словами, зачастую в одно ухо влетит, в другое вылетит. Это понимают и участники рейда. Наглядная агитация порой сильнее десятков ораторов. У вас таких наклеек достаточно, да? Да, достаточно у нас.
Чтобы получить такие наклейки, необходимо обратиться в наш центр «Мой бизнес», который находится на улице Тувинской добровольцев, 18, и мы бесплатно предоставим всем предпринимателям, которые желают у себя установить. Следующим объектом проверки стал широко известный кызыльский дискаунтер «Хороший». Только пропускная способность магазина в микрорайоне Южный порой достигает 10 тысяч человек в день. И не за каждым покупателем уследишь. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам нравится этот магазин? Очень безумно. А вы хотите, чтобы ее закрыли? Почему? А вы сейчас без Ну, маски я находитесь. сюда раз в месяц прихожу, мне как бы все равно, закроют его или нет. Вы знаете, что Да. не только вы пострадаете, магазин пострадает, штраф может получить из-за вас. Огромный штраф. Нет денег на маску, так скажу. Молодой человек, грубо говоря, втирает очки. При входе в торговый зал на санитарном столе имеются одноразовые простейшие маски и даже перчатки. У нас антисептик у нас представлен на входе в магазин. На каждой кассе магазина тоже есть антисептики. В кабинете директора, администратора и у персонала также есть антисептические средства. Плюс еще это одноразовые маски, перчатки. Есть бесплатные маски, есть маски, которые в продаже у нас находятся. Бесконтактные антисептики вот имеют. Именно бесконтактного санитайзера у нас пока нет, но он у нас заказан, и мы ожидаем его поступления в ближайшее время. Активистами поддержки предпринимательства было рекомендовано. Все работники, у кого нет противопоказаний, должны обязательно пройти вакцинацию. В нашем магазине только 20% привитых сотрудников, но сотрудники, которые хотят прививаться, их большинство. Но мы не можем это сделать, так как на данный момент в городе Кызыл именно вакцины первого типа ее нет. Но мы написали нашему главному, кто у нас этим занимается, и пытаемся получить согласование именно для того, чтобы вакцину выделили на весь персонал, не только нашего магазина, но всех магазинов «Хорошие» по республике Тыва, по городу Кызыл. Рейд показал, что за более чем год бушующей в стране пандемии коронавируса бизнес кое-как настроился на противодействие опасной инфекции. Требуется только время от времени укреплять санитарно-эпидемиологическую дисциплину комплексными проверками. Сайгын Бирбюч, Айхан Донгак, Азамат Очур, Тува-24. К другим темам. В Туве открылся региональный штаб общественной поддержки партии «Единая Россия». В его состав вошли руководители разных общественных и некоммерческих организаций республики. По словам секретаря Тувинского регионального отделения партии Канола Дава, по итогам работы штаба будут формироваться предложения и инициативы граждан в народную программу. Через народные инициативы будут выстраиваться приоритеты по развитию региона в целом. Между общественными организациями и региональным штабом заключены соглашения о взаимном сотрудничестве. Акция «Спасибо врачам» расширяет границы. Семья Лана, победитель всероссийского конкурса «Семья года», тоже решила принять участие в акции, передав работающим в красной зоне врачам кумыс собственного изготовления, рассказывает Инна Клоян. Доброе сердце – это когда ты неравнодушен к проблемам других. Да, может быть, не всегда есть возможность помочь материально, но всегда есть возможность помочь морально, словом или делом. Семья Лана из Тесхемского Кажуна, которая проживает на Чебанской стоянке в местечке Усту-УТС, разводит мелкий и крупный рогатый скот. Отмечает, что кумыс изготовить достаточно трудно. Конечно, трудно, так как из одной кобылы мы получаем примерно 200 миллилитров молока только в один раз. А если от 10, то это получается примерно 2 литра, да? 2-3 литра получается. Каждый человек в столь трудное время пытается помочь тем, чем может. Семья Лана передала кумыс в объеме 3,5 литров врачам, которые ведут борьбу с коронавирусной инфекцией. Как отметила Салбакай, кумыс очень полезен для здоровья, особенно в период пандемии. Самое полезное свойство, наверное, это повышение иммунитета у ослабленных людей после заболевания или так. Это помогает или лечит грудные заболевания. Это, например, туберкулез или бронхиты разные. И чуть-чуть там, наверное, кишечный тракт тоже. Семья Лана уверена в качестве своего кумыса, которое получает из молока кобыл древней кочевой тувинской породы. Считается, что лошади обладают выносливостью и физической силой. Также их кумыс берут покупатели со всех районов республики для лечения от многих болезней. От имени Чабанов, Сумона, Гарик, Тесхемского Кажуна передаем этот живительный напиток кумыс тем, кто находится в красной зоне.
Я обещаю, что передам подарок врачам Кызыльского Кажуна, находящихся на передовой борьбы с коронавирусом. Однако и Министерство труда тоже изъявило желание помочь нашим врачам. Министерство труда по данной акции «Спасибо врачам» тоже не осталось в стороне. Мы своим решением, то есть переговорили со своими подведомственными учреждениями, с руководителями и договорились, что за счет своих средств, которые мы собрали, обеспечим питанием, ну и в принципе уже обеспечили питанием, горячим питанием на 10 дней врачам, которые находятся в красной зоне, вот в многофункциональном центре, который возведен по линии Минобороны. Такое внимание очень важно для медицинских работников, потому что любые слова поддержки и внимания, которые звучат от пациентов и неравнодушных граждан, очень важны для придания сил и в дальнейшем борьбе с этим заболеванием. Инна Клоян, Чайхан Дангак, Азамат Ачур, ТУВА-24. К другим темам. Жители нашей республики стали жертвами интернет-мошенницы, которая обманула своих земляков на сумму свыше 200 тысяч рублей. Подробности узнал наш корреспондент Сайгын Бирбю. Более 20 заявлений о похищении денег путем обмана поступило в региональную полицию от жителей Тувы. Предварительный ущерб, причиненный гражданам в результате противоправных действий, составляет порядка более 200 тысяч рублей. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперативники полиции Кызыла установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась 23-летняя жительница столицы. Молодая женщина создавала группы в мессенджере Viber, где размещала объявления о продаже велосипедов и детских электромобилей по заманчивой низкой стоимости. После перечисления оплаты на указанный счет сотовый абонент переставал быть доступным. Со слов подозреваемой, банковский счет, на который перечислялись деньги, оформлен на имя знакомой. Допрошенная в качестве свидетеля владелица счета пояснила, что оформила банковскую карту на свое имя по просьбе подозреваемой, так как она якобы потеряла свой паспорт и не может открыть счет в банке, после чего передала ее последней для пользования. В настоящее время подозреваемая содержится в изоляторе временного содержания. В рамках уголовных дел проводятся необходимые процессуальные действия, а также устанавливается причастность подозреваемой к другим аналогичным противоправным деяниям. Когда мы готовили данный сюжет, стало известно, что суд отказал в аресте подозреваемой в мошенничестве женщины в связи с наличием у нее малолетнего ребенка. Количество возбужденных дел продолжает увеличиваться. Понял, спасибо. Из регионального МВД сообщили, что по выходу подозреваемой из изолятора временного содержания вновь стали поступать заявления от обманутых по такой же схеме граждан. Будьте бдительны. Сайгын Бирбю, Чайхан Дангак, Миран Иргит, ТУВА-24. И вновь возвращаясь к теме борьбы с коронавирусом. В здании Верховного Хурала во время второй волны пандемии начал действовать штаб волонтеров «Мы вместе». Сотрудники Тувинского государственного университета пришли поддержать волонтеров штаба, вручив им продуктовые наборы. Помогая другим, зачастую сами волонтеры просто не успевают даже выйти в магазины, рассказывает Даян Дансюрюн. Пожилые граждане находятся в возрастной зоне риска, и заболевание новой коронавирусной инфекцией грозит им серьезными последствиями для здоровья. Помочь с покупкой продуктов питания и медикаментами призваны волонтеры республиканского штаба «Мы вместе». Мы выезжаем в адресы, принимаем заявки, выезжаем, покупаем лекарства, продукты и вместе с чеком отдаем им. Сотрудники Тувинского государственного университета, не желая оставаться в стороне от общей борьбы, пришли поддержать дежурных штаба продуктовым набором. Стоит отметить, что волонтерские организации университета также принимают активное участие в деятельности штаба акции «Мы вместе». Наша задача не только выпустить из стен нашего университета квалифицированного специалиста, но наша задача, чтобы этот квалифицированный специалист был еще и патриотом своей родины, чтобы понимал, что есть какие-то работы, которые, наверное, он должен выполнять по зову сердца. Кроме помощи гражданам в возрастной зоне риска и малоподвижным гражданам, волонтеры штаба обрабатывают от 2 до 5 входящих звонков в день, касающихся случаев заболевания. Они направляют полученную информацию в необходимые ответственные ведомства для обеспечения качественного отклика. Даян Дансюрюн, Чайхан Дангак, Азамат Ачур, ТУВА-24. Несмотря на пандемию, в Туве удалось снизить показатель смертности от онкологии на 5,5%. В рамках национального проекта здравоохранения в Республиканский онкологический диспансер
Поставлено современное медицинское оборудование для лечения и диагностики тяжелых заболеваний. Это роботизированная система гистологической и иммуногистохимической диагностики с архивированием, а также ультразвуковой гармонический скальпель, аргонно-плазменный коагулятор, потолочный бестеневой хирургический светильник и другие. Далее наш эфир продолжит блок тематических передач. Не переключайтесь.